В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах сегодняшнего дня. Жители республики, пострадавшие от дождевого паводка, могут получить материальную помощь на этой неделе. Жара в городе. Якутянам рассказали о способах защиты от зноя. Компания «Газпром Трансгаз Томск» оказывает помощь Ленскому реабилитационному центру для несовершеннолетних. Студенты технического института Нерингры приняли участие в фестивале альпинизма «Полюс холода» и стали обладателями значков и удостоверения альпиниста России. Жители республики, пострадавшие от дождевого паводка, могут получить материальную помощь на этой неделе. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев в ходе планерного совещания с руководством региона. Он отметил, что на текущий момент в первую очередь нужно провести работу по подсчету ущерба от ливневых паводков, оказать материальную помощь пострадавшим людям и проводить восстановительные работы. Глава Якутии добавил, что ситуация с дождевыми паводками в целом успокаивается, но сохраняется угроза по одному населенному пункту. Также сообщил, что спад воды на Лене и других реках начнется в ближайшее время. Для единовременной материальной и финансовой помощи регистрация по месту жительства не требуется. Важен факт проживания на территории в период объявления ЧС. Выплаты могут получить все члены семьи, проживающие в жилом помещении. Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг, а также в бумажном виде через МФЦ. Кроме этого, специалисты многофункционального центра вылетели в Верхоянский район и принимают заявления на месте. Отметим, что если документы утеряны, то пострадавшим также нужно обратиться в МФЦ. Бланки заявлений и полную информацию можно посмотреть на сайте mfcsakha.ru. Что касается размера единовременной материальной помощи, то она составляет 5000 рублей на каждого члена семьи. Далее идет размер финансовой помощи. Она подразделяется на частичную и полную утрату. То есть при частичной утрате это 10 тысяч рублей, при полной утрате 20 тысяч рублей. Что все-таки входит в вещи первой необходимости? К примеру, это может быть холодильник, кровать, насосы, водонагреватели, печи, в том числе кирпичные, газовые или электрические, а также вся домашняя утварь и посуда. Спасатели помогают жителям села Баранук Верхоянского района осуществлять просушку помещений, освободившихся от воды при помощи мотопомп. Также сегодня в село Хаисардах, где еще остаются затопленными несколько приусадебных участков, направлена еще одна группа спасателей. Осуществляется возведение заградительных сооружений из грунта на низменных участках для защиты населенного пункта. На вертолете Ми-8 МЧС России в село были доставлены 1,5 тонны продуктов, медикаментов и питьевой воды. В Верхоянске, от которого отступила вода, спасатели расчищают ручьевые каналы водоемов и насыпных дамб. Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах населению оказывается необходимая адресная помощь. Восстановительные работы после паводка начались в Кобяйском районе. В село Сибян-Кюэль прибыли специалисты компании «Прогноз» и 5 единиц тяжелой техники. Идут работы по очистке каналов и ручья, восстановление внутрипоселковых дорог, водоограждающей насыпи, авиаплощадки. Началась прокладка минполосы. Также компания доставила гуманитарную помощь, комплекты зимней спецодежды. Комиссия продолжает работу по оценке пострадавших жилых домов и имущества. На данный момент принято 169 заявлений от сельчан. В деревне организованы субботники. В Якутске зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Якутии. По другим 7 показателям превышения не выявлено. Рекомендуется использовать увлажненные маски и респираторы, изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционер, минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и дыхательных путей, в Минздраве рекомендовали не сокращать дозировку лекарственных препаратов, а при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу.
Для лета в Якутске характерна жаркая погода и относительно небольшое количество осадков. За последние 2 недели столбик термометра не опускается ниже 30. Между тем, жара таит в себе множество опасностей и может не лучшим образом отразиться на состоянии здоровья. Что нужно делать для того, чтобы жара перестала диктовать свои условия и человек смог от встречи с летом получить только положительные эмоции? В этом вопросе разбиралась моя коллега Валерия Наумова. На протяжении 9 месяцев якутяне с нетерпением ждут наступления лета. Лето наступило, а вместе с ним и жаркая, знойная погода. Последние 10 дней столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Синоптики обещают, что аналогичная ситуация продлится еще неделю. Погода не аномальная, это обыкновенное якутское лето, просто в какой-то период обычно бывает там дождливая, не очень высокая температура, а вот сейчас за последние, если сравнивать далеко не идти, это последние хотя бы 3 года, 20-й, 21-й, 22-й, очень похожие годы, стоит довольно жаркая погода, вот. Но опять же, хочу сказать, без больших температурных рекордов. Вот в этом году кажется жарко, просто когда температура 30 и выше, и она продолжительное время, тогда кажется, что невыносимая жара. Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми. Не менее опасна такая погода и для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий. Поэтому вовремя принять антитромботические препараты, гипотензивные препараты очень важно для пожилых людей. Конечно, нужно немножко снизить активность во время жары, то есть это где-то в период с 11 до 4 часов дня. Обязательно использовать, это обязательные требования, все о них знают, светлую одежду, хлопчатобумажную, головной убор и очки, которые из модного аксессуара превращаются именно в защитное средство. И, конечно, питьевой режим. Когда вы идете куда-то или отдыхаете, у вас самое лучшее во время жары – это вода. Обычная вода и минеральная вода. Раскаленный воздух, отсутствие дождей. В городах разогретый асфальт, поднимающий температуру на 2-3 градуса выше, чем в сельской местности. Все это становится настоящим испытанием для многих людей. Но у каждого находится свой способ перенести жару легче. Спасаться? Элементарно, ребята. Приходите к воде, к водоемам. Вот. В солнцепик не надо, потому что и так жарко. Вы понимаете, 35 аномальная жара. Вот. Побольше пейте, поменьше ешьте жирного. В доме с кондиционером включенным, разве что. А так особо ничего не помогает. Но если горло позволяет, мороженое покушать и дома лежать в тени. Что дождь, что жара, все это необходимо нам и нашему организму. Высокая температура сохранится до конца этой недели. Не пренебрегайте советами врачей, и тогда и так короткое якутское лето станет вам в удовольствие. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии расширять количество оперативных служб, которые можно вызвать по единому номеру 112. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам заседания правительства. К единому номеру подключат Республиканский центр медицины катастроф и службу спасения Якутии. Это позволит ускорить реагирование на сообщения о происшествиях и улучшить взаимодействие экстренных оперативных служб. В Якутске прошла рабочая встреча представителей Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики с бизнес-сообществом республики. Заседание прошло в рамках визита делегации. При этом до Якутии делегация побывала в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке. О том, как прошла встреча, расскажет Сарглана Неустроева. Развитие крупного предприятия без налоговых льгот и бюрократических послаблений, а также содействие инвесторов сегодня практически не представляется возможным. По крайней мере в Якутии, где логистические пути зачастую становятся камнем преткновения для ведения прибыльного бизнеса. С такими проблемами выступили представители якутского бизнес-сообщества на пленарном заседании Министерства по развитию Дальнего Востока. Все вопросы очень острые. Есть как и системные, которые мы слышали и в Приморском крае, и на Камчатке, есть и частные, касающиеся именно Республики Саха-Якутия. На ряд вопросов удалось ответить сразу, потому что уже они были либо решены полностью, либо частично.
Остальные вопросы, естественно, мы взяли в работу. По системным вопросам, естественно, выйдем с законодательными инициативами, а с вопросами частных инвесторов уже начиная с сегодняшнего дня будем отрабатывать, чтобы проект реализовались. Немаловажный вопрос – восстановился ли якутский бизнес после пандемийных ограничений и как предпринимателям развиваться сейчас в условиях внешнего санкционного давления. Здесь, по словам представителей Министерства предпринимательства республики, комплекс мер поддержки оказался достаточно эффективным не только для того, чтобы держать предприятия на плаву, но и продолжать развитие бизнеса на территории республики. Мы видим динамику подключения новых субъектов МСП, юридические лица регистрируются, ИП, самозанятые. На сегодняшний день у нас количество самозанятых 22 024, что, конечно, на 1000 больше, чем в предыдущем месяце. Очень важно, мы берем направление сектора туризма, это сектор экономики, который дает максимальный мультипликатор по созданию и рабочих мест, и по привлечению дополнительных инвестиций и, конечно же, доходов в бюджет. Между тем выступили представители бизнес-сообщества не только с вопросами, но и с предложениями. Так, к примеру, сегодня якутские предприниматели обеспокоены низкой конкурентоспособностью местного рынка по ряду причин и выступают с инициативой по созданию особой экономической зоны на территории республики. Я думаю, что, скорее всего, выгоднее здесь развивать режим свободного, приравненный режим свободного порта Владивосток, либо накладывать больше территории опережающего развития. Между ними есть существенная разница в части возможности финансирования инфраструктуры за счет федеральных средств. Но другом в части налоговых преференций и других всех разницы практически нет никакой. Поэтому я надеюсь о том, что мы решим этот вопрос для предпринимателей, и они получат тот режим, который хотят. В целом, приезд делегации Министерства и Корпорации развития Дальнего Востока стал своеобразной подготовкой к предстоящему Восточному экономическому форуму, поскольку выявленные проблемы развития предпринимательства будут озвучены в ходе сессии форума. Это как минимум гарантирует, что глобальные вопросы не останутся без внимания. Сырглана Неустроева, Александр Жуков, Якутск. Ленский детский реабилитационный центр для несовершеннолетних уже много лет находится под постоянным шефством предприятия «Газпром-Трансгаз Томск». Эта компания оказывает учреждению всевозможную помощь, никогда не отказывает в просьбах. Так и сегодня в реабилитационный центр прибыли студенты. Им предстояло освободить гаражный бокс от хранившихся там вещей. Подробнее расскажут наши коллеги. Детский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Утро как никогда многолюдно. Снова на территории учреждения работает компания «Газпром-Трансгаз Томск». Сегодня здесь трудится 11 студентов, обучающихся в Томском политехническом университете и проходящих практику на предприятии. Фронт работы велик. Нужно освободить гаражные боксы от хранившихся там вещей. Мы помогаем вместе с «Газпром-Трансгаз Томск» улучшать жизнь людей, которым нужна помощь. Освобождение склада для того, чтобы там велись работы. А работы запланированы здесь большие. В помещении будет полностью заменена система отопления. Сотрудники предприятия установят новые регистры и проложат новые трубы. Касаемо отопления гаражного комплекса, были выполнены работы по расчету материалов. Те, которые они самостоятельно закупят, что есть, мы поделимся. А сами ремонтные работы будем делать мы сами. Много лет гаражный бокс не использовался по назначению. Там текла крыша и до сих пор не было тепла. Постепенно здание начало ветшать, требовался ремонт. Кровлю предприятия «Газпром-Трансгаз Томск» заменило в прошлом году. Сегодня директор реабилитационного центра обратилась к ним с просьбой помочь провести тепло. И там текла крыша, и там не было отопления, нет электричества, ничего. А так как мы очень нуждаемся в гараже, у нас есть свой автомобиль, и нам некуда его ставить, и мы умоляем и просим каждый год каких-нибудь предпринимателей, чтобы нас пустили. Поэтому на нашей территории такое здание. Его надо, конечно, отремонтировать и ставить, пользоваться. Все необходимые для ремонта материалы уже учреждение закупило, изыскав средства из собственного бюджета и других источников. Сегодня подготовительные работы будут закончены, и уже на следующей неделе начнется долгожданный ремонт. А еще руководство компании «Газпром-Трансгаз Томск» пообещало своим подопечным скосить на территории центра выросшую траву. Этим тоже работники предприятия займутся в ближайшие дни. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Крупному ювелирному алмазу весом 56 карат, добытому на трубке юбилейные, дали имя героя социалистического труда Кирилла Попова в рамках проекта республики и компании «Алроса» 100 именных алмазов к столетию ЯССР. Кирилл Егорович Попов родился в селе Нерюктя Ленского района в 1917 году. В 1971 году ему присвоили звание Героя соцтруда. Также Кирилл Попов был награжден орденом Красной Звезды, орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот» за вклад в развитие лесной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Проект реализуется по инициативе главы республики Айсена Николаева совместно с компанией «Алроса». В историческом зале Национальной библиотеки состоялся круглый стол под названием «Если будет Россия, значит буду и я», посвященный 90-летию российского поэта Евгения Евтушенко. Вечер памяти состоялся по инициативе близкого друга поэта, ученого-геолога Георгия Балакшина. Евгений Александрович – русский, советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист, чтец-оратор и актер. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он приезжал в Якутию несколько раз, совершил в разное время по рекам Якутии 5 путешествий. Мне довелось в 1973 году, плавая по Вилюю, встретиться и вместе плыть с Евгением Евтушенко, вот, с великим российским поэтом. После этого у нас было еще несколько плаваний, потом были много встреч и в Якутии, в городе Якутске. Наша дружба с ним была в течение 44 лет. Всегда мы очень хорошо встречались, вспоминали наши плавания по рекам Якутии. Так что светлая память великому поэту. Множество шарад, пиктограмм, ребусов и загадок разгадали юные алданцы в викторине, прошедшей в Международный день головоломок. Игру для всех жителей города провели педагоги социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Силы в находчивости попробовали и наши корреспонденты. Какие мужские и женские имена можно собрать из определенного количества палочек? Поиск решения этой задачи оказался хотя и непростым, но очень увлекательным. Логические загадки явились одним из этапов викторины, состоявшейся в рамках Международного дня головоломок. Праздник находчивости для детей организовали педагоги Алданского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вот еще одну спичку добавьте, и получится другое имя. Работу по организации досуга несовершеннолетних сотрудники реабилитационного центра проводят в течение года. Мероприятия направлены на интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков. В викторинах, конкурсах и играх ребята, а также их родители принимают участие с удовольствием. Для детей младшего возраста педагогами доп. Образования организовываются различные мастер-классы по работе с цветным песком, арт-терапия. И основная цель наших мероприятий – это, конечно, охват детей, группы риска, чтобы дети были вовлечены в мероприятия, проводили время с пользой. Собрать заданную фигуру из имеющихся деталей – задача нелегкая, и старшие товарищи помогают младшим. А к раскрашиванию картинки необходим творческий подход. Но самые сложные задания достались школьникам. Командам предстояло активизировать как знания, так и пространственное мышление и умение рассуждать логически. Каждое задание рассматривалось, прорешивалось сначала, чтобы хоть знать, что детям предлагать. Но дети с удовольствием по отзывам прорешали эти все задания. Интерес был большой. Конечно, в процессе подготовки к празднику массу головоломок сначала пришлось разгадать педагогам. Для каждой возрастной категории сотрудники центра подобрали загадки и ребусы разной степени сложности. Над некоторыми заданиями требовалось хорошо подумать. Впрочем, сдаваться так просто дети не собирались. Они бились до последнего. Уже просто из-за нехватки времени пришлось мне самой сдаться. Проигравших в интеллектуальной викторине не было. Победой являлась каждая решенная задача. Татьяна Вахнина, Алдан.
Конная экспедиция от полюса холода до Белокаменной подошла к финишной прямой. Главный герой Дугуйдан Винокуров добрался до Москвы. Верхом на лошади он преодолел более 11 тысяч километров, пересек 17 регионов страны. А весь путь от Эмикона до столицы занял 1 год и 4 месяца. В Казани к конному путешествию Дугуйдана присоединился его сын Дархан. Сейчас они в Москве отдыхают после долгой дороги. С энтузиастами встретилась моя коллега Айсена Бурнашова. Этого белогривого жеребца зовут Хаастах, а рядом Хонгор – лошади аборигенной якутской породы. Именно они стали верными товарищами путешественников, и именно они доказали миру, что якутские лошади самые выносливые. Он не особо любит ласки. Пересекли проселочные дороги и федеральные трассы, шли в минус 50 и в жаркие плюс 35. В день проходили от 50 километров и больше и благополучно добрались до Москвы. А это достижение всей республики, я считаю. И благодарен всем, кто мне помогал, кто меня поддерживал, кто верил в меня. Сама же идея отправиться в конный тур пришла к Дугуйдану еще в 2018-м. И вот 5 марта 2021 года, получив благословление отца, он отправился в путь. Я подхожу к отцу и говорю: дай мне лошадей. Он говорит: ты возьмешь Хаастаха и Хонгора. Я говорю: дойдут он? Да. Вопрос в тебе. Ты ли дойдешь? Я дойду. Вот и дал мне вот этих лошадей. Дугуйдана поддержал Мичул Неустроев. Путь от Эмикона до Новосибирска они прошли вместе. А дальше уже в Казани к Дугуйдану присоединился сын Дархан. Мальчику всего 9, но уже половину жизни он на коне. Из Татарстана до Москвы вместе с папой преодолел 700 километров. Хаастах мне больше всего нравится. Почему? Он понимает, что на нем сидит мужчина, мальчик. А Хонгор не понимает. Что злишься? Сейчас семья Винокуровых набирается сил в санатории Бесчагда. С понедельника им проведут полный чекап здоровья. Но, по словам главного врача, скорее всего, всадникам понадобится только отдых и сон. Дугуйдан и Дархан чувствуют себя отлично. В ближайшие 10 дней он у нас остановится, и у него будет возможность отдохнуть. И мне просто интересно, назад будет такой же маршрут. Ответ на этот вопрос Дугуйдан пока держит в секрете. В планах мелькает Петербург, а затем, возможно, и Европа. Очень много времени займет, наверное, по документам. Посмотрим, если получится, дальше поеду. Если нет, то вернусь домой. Лошадей на машине или на самолете, как получится. А я сам буду вместе с лошадьми. Цель будет достигнута, когда они домой дойдут. То есть в родные края, в Эмикон. Ну а пока путешественники готовятся к национальному празднику Исех, который состоится в московском парке Коломенское 30 июля. Дугуйдан и Дархан станут хедлайнерами события. Приедет Мичил, я так понимаю, да, значит, приедет его семья, жена, дочка, родители. Я думаю, что они будут в центре внимания. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Нерюнгринские студенты приняли участие в фестивале альпинизма «Полюс холода». Мероприятие прошло в Эмиконском районе и было приурочено к столетию Якутской ССР. Главные моменты фестиваля – восхождение на гору Афродита и посвящение в альпинисты. В Центре культуры и духовности в торжественной обстановке студенты получают заслуженные значки и удостоверения альпинистов России. 7 нерюнгринцев под руководством опытного руководителя Игоря Ледова совершили восхождение и покорили вершину горы Афродита высотой 2060 метров. Они должны быть, во-первых, увлечены этим делом. Во-вторых, они должны быть физически готовы в том плане, что здоровье должно быть у них. То есть руки крепкие, спина сильная, ноги выносливые, дыхалка, чтобы была у них хорошая. И поэтому я их как бы маленько тут готовил на скалодроме. Мы ходили с ними по местности здесь, на горнолыжной трассе у нас мы делали спуски, подъемы. То есть подготовка шла как бы своим чередом, потихоньку, помаленьку. И поэтому они более-менее были подготовлены. В фестивале принимали участие альпинисты из разных городов России. Восхождение проходило под контролем опытных инструкторов. Перед выполнением испытаний обязательная специальная тренировка. Как вязать узлы, пользоваться страховкой и применять альпинистское оборудование. Я рассчитывал на то, что мне очень будет сложно, потому что я этим не занимался никак. Получается,
думал, что для меня это будет очень сложно. Но для меня это оказалось настолько легко, что я думаю, почему бы дальше этим не заниматься. Очень понравилось. Горы. Ради таких видов можно постараться себя заставить свою, перебороть лень и заставить подняться на гору. В общей сложности подъем и спуск заняли около 8 часов. Для получения удостоверения необходимо было выполнить норматив и пройти маршрут категории 1Б к вершине по северному гребню. Торжественная часть фестиваля – посвящение и клятва альпинистам. Сейчас студенты – это часть одной большой команды, которая носят звание альпинистов России и имеют первый юношеский разряд по скалолазанию. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Временные ограничения телерадиовещания пройдут в Якутии из-за плановых профилактических работ завтра, 19 июля. С 8 до 17 по местному времени эфирные трансляции прекратятся в Якутске, Нерюнгри, Мирном и в поселке Лебедино Алданского района. Также ограничения ожидаются в течение июля в поселениях 4 районов – Хангаласском, Чурапчинском, Верхоянском и Нюрбинском. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.